Накануне в Петербурге состоялась символическая передача статуса столицы тотального диктанта представителям Якутска. Такая церемония уже стала традицией. Напомним, сама акция пройдет 10 апреля. Максим Кардозу наблюдал за церемонией передачи. Петербург был столицей тотального диктанта в прошлом году и теперь готов поделиться этим высоким статусом и с Якутском. Очень горд. Мы не ожидали совершенно. Я даже не мечтал, когда стал автором «Тотального диктанта», и когда Питер, назначили столицей, я даже мечтать не мог, что это произойдет в Якутске, следующим городом. Да, будет такое совпадение великолепное. Вот. Но когда эта волна в Якутске началась, я увидел, что действительно здорово люди голосуют, люди хотят, люди участвовали. Мне показалось, что это возможно. И уже я церемонию конкурса названия столицы тотального диктанта смотрел с 50% уверенностью, что мы с вами выиграем. И был, конечно, очень счастлив. Стать столицей тотального диктанта хотели десятки городов. После первых этапов и онлайн-голосования в финал вышли лишь 6 заявок. Якутск обошел всех. Всего будет в городе около 30 площадок, а в республике 89. Активное участие изъявили желание принимать не только школы, но и национальные библиотеки. Это наши партнеры главные. И из министерства тоже сказали, что будут очень активно принимать участие. На подготовку к диктанту в этом году из-за пандемии у организаторов было всего лишь 2 месяца. Обычно на это уходит больше полугода. Но Якутск справился с задачей и уже готов к акции. Наша задача была сделать фестиваль грамотности, который мы проводим, максимально полезным. Поэтому это эксперты в области русского языка как иностранного, которые вычитывают программу повышения квалификации для вузовских педагогов по этой тематике. Это эксперты в области преподавания современного русского литературного языка, которые ведут параллельно программу повышения квалификации, которая называется «Динамические процессы в современном русском языке и литературе». И как понятно из названия этой программы, это еще эксперты в области современной русской литературы. В рамках марафона тотального диктанта также состоятся встречи с писателями, откроется Центр грамотности в Национальной библиотеке, пройдут конкурсы, семинары и викторины для школьников. Так что Якутск ждет настоящий праздник русского языка. Максим Кардозу, Евгения Арьянова, Виктор Улисов, Санкт-Петербург.